плане того, что из 12 желез стояло 7 или 8. А внутри же точек, понял, вот если сдавил еще. Понял? Братан, когда уже водку будем пить? А? Не, по компотику. А, понятно. Баночки закатные. Да. Вот это так. Домашний продукт. Ну слушай, вот пахнет приятно очень. Пахнет очень круто, да. Вообще просто бомбито пахнет. Ребята, доброе утро. Ну что, тульские приключения продолжаются. Мы уже проснулись, позавтракали. С братульцом, ребята, знаете, как на курорте. Братан говорит, вставай. Яичница уже пожарена. Короче, все шикарно. Покушали. Все, собираемся, ребят. У нас приехали гости. А гости, ребята, интересные. Приехал Миша с братом. Миша — это тот человек, который делает и изготавливает именно вот эти жерлицы. Вот эти крутые, интересные жерлицы. Вот, я, наверное, пообщаюсь сегодня с Мишей, и будет, наверное, даже будет правильнее, чтобы Миша рассказал об этих жерлицах. Вот он сделает конкретно обзор, сам изготовитель, сам хозяин, начальник, так скажем. Вот. Ну что, вчера выставили жерлицы, ребят. Потыкали там. Обстановку сами все видели. Так что такие дела. Посмотрим, что получилось. Ну и готовим прикормку, ребята. Будем пробовать на удочке посидеть, на леща. Ну, что-то будем разведывать. Так что давайте, ребят, начинаем. Поехали. Так, что тут у нас, ребят, как по живцу? Бочки закрываем. Тут на базе много котов. О, великолепно, ребята. На базе много котов. Они, короче, знаете, какие матерые, что открытая бочка вчера у нас была. И они прям просто ловят с бочки, на то матерые. Поднабавлю живчиков. Мало ли у нас сработки. Плюс ребята у нас приехали, у них тоже им живца нужно. Так что запас должен быть. Не, ну как бы вернуться-то не... Ну, можно на базу, но лишнее телодвижение ездить вот это по такому льду нафиг оно надо. Живец, конечно, огонь, ребята. Вообще шикарный. Жалко снега. Ай! Как серпом по яйцам, да? Жестко, но... Так, первая банда, ребята, у нас поехала на лед. Зимой, я был весной, но был снег, а вот сейчас вот все побережье, в принципе, растаяло уже. Такой крутой берег здесь, конечно, как этот, как, братан, в Карелии, понял, где-то. Ага. Такие камни, валуны, вообще шик, блин. Вот здесь прям летом, прям отсюда фидерами ловят леща, прям хорошо, неплохо. Сюда как-то буду приехать, вот попробовать, потому что леща здесь очень много. Чего?
Водичка нормально ушло. Ушло, да? Ну и хорошо. Вчера прям в воду, прям в лунку буришь, прям все туда. Как в унитаз, знаете, спускает вот так же. Мы вчера там еще где ставили, лишние лунки специально делали, чтобы уходила вода. Посмотрим, как у нас там на месте. Шикарно, погода, тепло, блин, вообще кайф. Так дышится прям, как будто, ну, как весна самая настоящая. Блин, круто. А где-то за 2000 километров сугробы, ребята, под 1,5 метра. Ну, в принципе, погода не морозная, но все равно. Но март у нас обещают в Коми очень холодным, и 40. Так что тут непонятно. Скорее всего, будет запоздалая весна и будет холодное лето, скорее всего. И будет много воды, ну, у нас именно по половодью. Ну, с одной стороны, тоже вода хорошо. Ладно, что, ждем, ребята, машину и будем смотреть наши сработочки. Я думаю, они есть. Че там, Паш? Да ладно. Все жерлицы в лунках, вот такие дыры. Да ладно. Да, и ваши, и мои. Серьезно? Да? И нет загара? Один вроде. Серьезно? Ну там половина валяется в лунках. плавает. Непонятно, да, короче, даже. Нет, так они не сработают, потому что утонувшие. Там дырки такие прям. Серьезно? Нырять с головой можно. Грузимся, поехали. Зато сухо. Воды нету, да? Вся вода ушла, бля. Ну да. Плохие дела, бля. Это хуёво. Плохие дела, ребята. Очень плохи. Помимо того, что сработок нету практически вообще. Загар вон там. 2 загара всего. Один у Паши, один у нас с Пашей. Паша сейчас посмотрел, даже вымытки нет. Ну, опять боданул и все. Что-то не нравится, короче. Хотя вот вчера смотрели, Panoptix. Судак есть. Есть рыбка. Не берет. Не хочет. Вода вообще ушла вся. Практически. Вчера здесь воды было. Все, высохла воду. Такие дела. Ребят, показалось. Один загар был, получается. Посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Слушай, ведь не размывает нас. Нормально, да. Посмотрим, как все идет. Живец. За столько кислорода, мне кажется, что там все нормально. Вчера столько кислорода зашло. Да, хоть? Да, готов. Его кто-то еще бил, что ли, блин. Готов. Готовченко. Неужели они все так? Сейчас пойдем дальше посмотрим другую. Да. Пойдем другую посмотрим. Вот эту. А почему так-то как? Вчера поставили-то вечером. Брат, я не знаю, когда. Очень печально. Вот тоже, да, с другой стороны карась, да? Карась себя пободрее ведет. Конечно, он стоит. Живет, блин, но. Я уезжал, когда в Новый год. Он у меня так и простоял, средний карась. Живой был. Вот дочка отпускала их. Весело. А, живая, да? Это живая. Она уже... Ну так, знаешь, понял. Но из последних сил, как говорится. А вот, дергается. Не, дергается нормально, братан.
Какие-то, наверное, живые, какие-то мертвые. Бля, ну это вообще как? Нашли место новое, не буренное. Обычно мы 2 года, когда я вот к Паше ездил 2 раза, мы стояли вообще вот там. Рыбалка была. У нас валяется одна только. Ну там может быть флажок, братан. Понял. Пойдем сходим до него посмотрим. Плохие дела. Знаете, такие чувства сейчас такие, знаете, непонятные. Что делать-то? Я даже не знаю. Ну ладно, берем, переставляем. Куда? Мы вчера насорили. Там, тут и там. Ну, как бы относительно взяли большую площадь, поставили энное количество жерлиц, чтобы понять. Вчера, когда вечером мы здесь находились, у нас здесь были поклевки. 4 подъема. Одного небольшого маленького мы поймали. И все. Сегодня должно быть какое-то понимание, в какую сторону нам топать, продвигаться. Приехал Мишаня с братом. А куда ставиться, непонятно. Да. Вот это рыбалка, ребят. Это рыбалка. А то она интересная, конечно, с другой стороны. А с другой стороны, бывает, что вот немножко неприятно. Но ничего. Будем что-то думать. Вот, рыбка есть. Просто висит. Даже не лежит на дне, а висит. Метр от дна. Кислорода хапануло вчера много, да? И висит. Смотри, братан, висит рыба, понял. Да хуй она висит, тут она должна в лунок лежать. Ушел уже за 19 минут. Я стоял, уже привык к свежей воде. Сюда тут вылез. Вот весна неинтересная. Это победа. Вот сюда надо ехать. Вчера пробились, как все приехали, вроде сначала все нормально, а вторую просунули, там лед меньше 15 сантиметров. Задняя сверху уже подсела, да? Поклевочка. Утречная. Даже проще потом выкинуть, чем отмыть вроде, да? Да. О, нормальная тема.
Пусть. А, у тебя же это. Теперь можно так сечь. Что там? Че, брат, даешь? Щучка. Че, прям так, что ли? Да нет, у меня же поводков-то нет, леска. А, у тебя... Особо-то, да, не наиграешься с ней. Че, щука, да? Да, щука? Да, кто сейчас, конечно, щука? Да по повадкам сразу чувствуется. Короче, уху даешь, да, братан? Подожди, под руку не говори. Давай, делай красиво. Такая двушка. Тут есть хороший. Ее там струей прибивает просто водой. Да, может я возле струи делаю. Да. Как в унитаз смываешь. Да хорош уже нянчиться, доставай. Сейчас точно срежет. Да у него там леска. Контент делаю. А нет, сюда что? Ох ты, блин. Красавчик. Молодец. Такой кило 200 пойдет. Это 1,5. Да. Нормально. Четко, первый. Второй. Там же лежит у нас, да. Ну все, уха будет. Класс. На день рождения. Малину жареную на обед. Да. А ты не обсаливал вчера? Нет, я специально солил. Вообще огонь. Он вышел, да, смотри. Ну, днем Соблазнил. взял, да. Я тебе говорю, он зашевелится сегодня. Он здесь есть, мы же видим его. Вот есть смысл видно, чуть-чуть сегодня. А может их вообще тогда не трогать пока? Раз они вчера ничего не показали, смысл их двигать? Но надо переставлять, потому что дырки, посмотри какие. Да, я говорю, с дырок сдвинуть, блядь, прям рядом. Ну вот, какой-то, ребята, соблазнился. В общем. Ну, у Паши там постановка своя. Парень занимается судаком плотно. И, в общем, у него там длинный поводок, грузило с топорком. В общем, у него там постановка своя. И, ну, может быть, даже и работает, видите, ребята. Хотя мы вот так прекрасно вот в таком положении ловили судака. Хотя мне тоже многие пишут, что вообще одинарник. 5-е, 10-е. Короче, у каждого своя тема. Ну вот, что первый есть. Вчера небольшой, ну, конечно, нам таких отпускать, но он вчера залопал. Ладно, что, пойду, наверное, половлю подлещика, ребят, на удочку. Он здесь есть, клюет, мужики ловят хорошо. Ну, охота, конечно, жарлицами заниматься. Надо героев своих в лицо знать. Вот хочу познакомить вас. Вот это как раз Мишаня, который делает жерлицы. Что там, привет, скажи всем. Всем привет, покупайте наши жерлицы. Только Мишань, в маленьких слышишь, количествах. мне уже надоели, пиши, сделай, говорит, обзор. Вечером поговорим по этой теме. Да, обязательно. Ну, к Всё, чему ты возьмем, пришел? покрутим, мы сейчас Покрутим? одну ставить не Да? будем, мы ее прямо оставим. Всё, И чётко. ее разберем Ну, там. сегодня ветрено, как бы на льду, это некрасиво Не, будет. на льду нет. Дома, за столом. дома, да? Мы одну выставлять не будем, Мгм. а оставим и Всё. покрутим. её. Четко. Может, сломаем. Да? Всё, Потом, ну, покрутим ее. понял. В общем, вот, ребята, Да. вот герои наши. Молодцы, Все нюансы пацаны. там посмотрим. Все четко. Есть мысли там. Есть Ну, мысли, да? Да, расскажем. Всё. Постараемся рассказать, если не забудем задний. Ну, все, понял. Все-таки отдыхать приехали. Ну, конечно. Так, ребят, ну что, утрянку отстояли, сработок больше нету. В общем, вот загар был утренний. Все-таки соблазнился один. Мишаня, пошли с братом жерлицы ставить, выставляться. Ну что, мы решили, ну что кататься. Он весь везде есть, мы были там. Пока мы сюда шли, это около 2-3 километров, мы бурили лунки, смотрели, есть судак, есть какие-то места. В русло опасно, очень много воды и очень тонкий лед. 15-10 сантиметров для снегохода, для такого здорового, мощного снегохода, тяжелого. Ну, это опасно. Вот. Здесь, в принципе, судак есть, он висит здесь везде, ребята. По 3, по 4 судака Panoptix показывает. Так что, возможно, просто он не берет, ребят. Ну, невозможно, он не берет. Мы думаем, что вчера очень много кислорода в лунке зашел с водой свежей.
прям водоворот, прям струя туда. Сейчас немножко рыба, наверное, в шоке. Ну, знаете, такой момент, когда городской житель приезжает в лес, там, не знаю, и у него начинается кружиться голова. Здесь такой же момент. Два пашка поехали на базу за сковородкой, за газом, за прикормкой и за налимом. Пашок привез налима свежего, поймал недавно. Обедать будем на льду, вот. И я сейчас буду, ребят, разбуриваться, кормить лунки и пробовать ловить бель. Сорога, лещ, подлещик. Потому что местные тут как бы, Толя у нас тут руководящий, так скажем, он говорит, что местные леща ловят. А лещ клюет нормально. Половим на удочке, короче, ребят. Такие дела. Завтра у братульца день рождения, завтра праздник, так скажем, возможно, никакой рыбалки не будет. Вот. Ну, завтра, возможно, завезем палатку рядом с базой, поставим, закормим и потихоньку будем что-то ходить как-то так. Потому что на жерлице пока рыбалки, ребят, нету. На Вибе вчера бегали. Дождь, правда, был вчера, особо не снимал, но у нас были пару подъемов, прям видно было, прям судак идет за Вибом и просто обратно отпускается и ложится на дно тупо. Вот такие дела, ребят. Так что сейчас погнали кормить лунки, привезли мотыля, так что будем пробовать. Все, поехали на бель. Нет судака, значит будем бель брать. Ребят, ну что, я погнал. Вот тут мужички подлавливают потихонечку, помаленечку. Ох, ветрище-то, ё-моё. Доброго. Чё, как? Пока никак. Пока никак? Ну, по судаку тоже тишина. Кислорода вчера накидала вообще в воду. Фонтан прям в воду. Может, немножко в шоке рыбка. Понятненько. Ладно, посмотрим. Так, ребят, ну что, попробуем, как говорится. Где-нибудь встанем. Ну, тут вроде как полавливают по тихой грусти. Помаленечку, по зернышку. О, по копеечке. Ну, вот тут пробурим. Покормим. Так, ребята, это 200-й шнек пластмассовый у Пашка. Бля, денег стоит, конечно, кучу. Но зато, ребят, делает красиво. Это 200-й, ребят. Пашка брал его под подножник специально, потому что датчик не улазит. 130. В общем, где же держать не нужно. Тут есть направляйка. Получается, я могу, ребят, рядом прям впритык сделать еще одну лунку. Короче, можно сделать майну им, чтобы вы понимали. Такие дела. Так, что набрал всякого интересного, так скажем. Ведерко даже взял под прикормку. А вот шумовку не взял.
Ну, в 200 любой лещ залезет. Так, что у нас, ребятки, здесь есть? Мотылик. Мотылик. Здесь у нас какой? Здесь у нас насадочный. Ладно. И у нас кормового вроде тоже нету. Вот этот плохой. Уже гниет. Надо его прям брать. Дело делать. Угу. Плотва река. Плотва река, ребята. Сейчас закормим. Луночки постоят, немножко отдохнут, и можно рыбачить. И забодримся этим мотыльком. Пакет уже. Сложимся, бумага сырая. Бумага уже сырая. И все вот это вот вкусняшки, ребята, тухлятинки. Туда это все. Жесть, конечно. Помою здесь все вот это дело. Всего этого мотыля туда, ребят. Течения здесь нету. Так что нормально. И все. Шарики сделаю. Будем закармливать. Больше никак не, по-другому никак не сделать. Там уже все. Это на выброс. Это, ребят, на выброс. Вкусняшку сделаем. Шарики. Давно я прикормку не мешал. На улице плюс. Так что нормально. Потом чуть-чуть, по чуть добавлять будем. Опа. Опа. Такие дела. Парни жерлицами занимаются. Короче, ребят, из жерличника в лещатнике. Ну что, надо разнопланово делать. У меня, допустим, леща вот так не половить. Здесь вообще можно шикарно рыбачить, балдеть.
Все. Ладно, что, поставим снасти. Так, ребят, это, конечно, у братульца. Пашка заказывал. Парнишки. Вот он делал ему под заказ, короче, специально лещевые снасти. Вот здесь у нас получается подставочки есть такие интересные. Вот. И получается 2 поводочка, я так понимаю. Вот такая удилка. Здесь у нас подставочка. Только не знаю, куда она вставляется. Сюда, наверное. А, вот так. Сюда она вставляется. Поплавочек. Вот. Один отвод здесь. Сверху бусинка грузила. Она полграмма. И здесь. И крючочки овнер. Все. Блин, пучковяза нету, ребят, конечно. Хреново. Ну да ладно. Блин, как я давно с мотылем не работал. Это просто жесть. Поехали. Давно я уже, ребят, не работал с такими деликатными вещами. Насаживать пучковяз, конечно, круто. Раз. И готово. Так, ну, первый, в принципе, пойдет. И второй поводочек. Раз. Ну нет, еще руки помнят, ребят. Мотыль не текет. 2. 3. 4. 5. Все, ребят, первое есть. Поехали. Метра 4, наверное, здесь, ребят, на локации. Все. Нашел глубину. Сейчас выставляем поплавок. Вот так можно его немножко утопить. Чуть-чуть приподнимем, наверное. Вот так вот. Отлично. Все, остатки подматываем. На удочке, конечно, огонь, да. Все. И затягиваем. Подставки, конечно, я не знаю, не держат. Надо, они не нужны. Мне, наверное, не нужны они. Вот сюда в снег их так поставлю. И все будет отлично. Сейчас пока, конечно, рановато. Только закормил. Лещ подойдет чуть попозже. Если вообще подойдет. Вот. Ну, короче, ставлю другую. Такую же. А потом на кивочек поиграем, посидим. Так, ползем дальше, ребята. Ага, я понял. Сработка, ребят. Сработочка у нас. Здесь у нас, ребята, мышечка. Без мотылка, конечно. Ну, пару, наверное, мы подсадим.
Пару. Кто-то у меня звонит-то. Пашка звонил. Да, брат. У нас сработка, полная вымотка. Пойдешь ты? Пойдем, сходим. Пойдем. И отложка, ребят. Погнали. Погнали, посмотрим. А вдруг судак. Так, я надеюсь, удочки у нас не утащат здесь, блин. Ё-моё. Так, ладно, пока мормышку отпустим. Пока отпустим. Этим сказать, ребята, крупный сударец. Было бы неплохо. Угу. Вот щучка. Щучка, думаешь? Да, сколько поменял-то? Что там? Пока. Просто. Ничего? Оп. Подумай. Есть подвоночка, да. Ну, у нас сегодня королевская уха будет, да? Живца только один там Андрюхин стиль. Килограммчик, да, ребятки? Нормально, у нас будет щуки из этого судачка. Ага. Красиво. Ну, щука она сразу выматывает. Да, братан, ты свежего ты поставил. Отлично. Ну, щука тоже есть, значит, ну. Дед живая послал. Дед, что ты взял? Ты ловишь? Ну, я все ставлю, да, братан? Чувак, мы новый испачкали. А что-то она у тебя вообще земляная, когда Да вот тут вон плавала. там была. Пена, ну да, на пена. Придется Да стирать. ладно, он отмоется. Сейчас все отмоется дождями, братан. Снегом. Что там, живет дохлый? Я же уже убрал уже. А? А. Дайте испытаю. Ну, хозяин, слышь. Водильная попробуй. Так ты не мне его. А, вот с этой пленкой стороны, Паш. Да? Ага. Грязно будет. Ну, наверное, да. Зато он поймал. Ну, будет трофейная, братан, я тебя понял. На уху поймали. Ну, завтра класс. Завтра у Бартульца день рождения. Приятно. 2 судака и щука. Хорошая уха будет. Людей у нас много. Завтра Серега приедет с Твери. Большой брат. Я его так называю. Нормально. Ну что, продолжим, ребята. Продолжим. Да надо идти обедать. Пару мотыльков подвесим для вкусности. Хотя здесь без мотовочка висит, ну ладно. Надо, чтобы все равно какие-нибудь хвостики болтались. Опа. Ветерок, конечно, боковой. Надо как-то вот так сесть, чтобы и те видно было, и те видно было. Все видно, тут видно. Ветер, конечно, неудачно сел. А чё? Да ё-моё, что там? Кто там звонит? Мне? Некогда пока братулец. Некогда.
на игру. Попробуем. Дальше, наверное, даже надо, скорее всего, такие покачивания надо. По дну постучали и погнали. Блин, ветер, ребята, жесть. Тишина пока. Мужики сидят тоже нифига. Утром, говорит, клювало. Ну, там по 3, по 4 хвоста положили. Утром, говорит, клюет и к вечеру клюет. Ну, понятно, что, скорее всего, и ночью. Вот. Время обед. В общем, пойдем налима жарить, ребята. На обед. Ништяк, ништяк. Я пока тут лункой закормил. Пашка жерлицы прошел. Живца всего поменял. Лунки пересверлили, потому что топит все. Ладно, пообедать надо еще. Пацаны приехали. Надо тоже как бы быть в компании, так скажем. О, какие налимчики, ребят, молоденькие. Шикарные налимчики. Коробочка. А ветер, конечно. За снегоход придется спрятаться. Ну, такие ребята. Красавчики. Вчера Пашка почистил. Пашок. Короче, братулец и пашок. Чтобы отличие было. Не крупные, вот такие, видите. Вот, сладенькие. Ну вот у них, допустим, такие ловятся вот. Как бы. Сейчас нарежу. Не знаю, голову будет кто-то есть, не будет. Ну, жабер нету. Значит, будем жарить. Отлично. 790 стоит. Ну, такой же. Хорошая приманка. Да? Да, периодически, да, Вот так вот. Сейчас нормально будет. По-моему, сейчас. Вот это. Может, Паха 5 Нормально. раз чай нальем? Наверное, 500. Поехали, поехали кататься. Так, немножко закрылись. Стоять, а на 2 метра вылазить, раскатывать. Что, будем жарить рыбку? Жарим рыбу, ребята, в обильном масле. Масла должно быть много. Прям много-много. Не жалейте никогда. Ну, сейчас налимчика подсолим. Хуя ты солишь, ебать. Чего, брат? Там же много, ты чё? Перчиками брал, да. Я за. Водичку сольем немножко. Опа. Опа.
Поехали. Ну так по 3-4 кусочка, ребят. Как обычно. Да я дома так жарю. Это намного чисто. Ничего не это. Я после тебя всегда так делаю. Да, намного круче, братан. Сам же знаешь. Да и рыбка, она везде обволакивается. О, голова. Да, братан, тебе пошок. Тебе голова. Делай, брат. Давай. Как говорит, вещи делать. Пошла рыбейка. Налим, ребята. Ух. Кто не пробовал тут налима у нас? Ну ты, да, Миш? Я не пробовал давно. Тоже не пробовал? Нет, не пробовал. Ну, видал? Придется попробовать. Какие сегодня у нас? Вынужден попробовать. Вынужден попробовать. Рыбак должен налимы попробовать, конечно. Ну, это очень вкусная рыба. Очень. Потрошки-то, конечно, вчера киснули. Сегодня Хатик пословица, что рыбу нельзя брать на лед с собой. Все равно поймали. Это не работает теперь. У меня друган всегда на рыбалку, когда мы попиваем, шпроты берет. Володя такой. Шпротки взяли, все, рыбка будет. До этого года по носке не верил, что идет. Зимой каждый день почти на рыбалку. Все, телевизор смотрит. Да не, тема, блядь. Ну, тема реально взяла. Ну, тут безоговорочно вообще. Ну, когда с корочкой сделать, да? Ну, конечно. Мука и нужна для корочки. А если хочешь хорошую корочку, кукурузную муку добавляй. Манку, да? Или манку. Тогда вообще корка будет четкая. Прям четкая. Главное, температура, чтобы хватало. Главное, чтобы температуры хватало. Ну, чуть поближе надо. Да, не вилочки, ничего. Вилочку надо было брать. Сковородочки. О, ребята, налимчик жареный. Вкусно. Я, братан, попробуешь. Да. Костей нету, чтобы ты понимал. Да? Конечно. Ну, только центральная идет. А так все мясо белое. Ну, подобие как сольник, типа, да? Ну, да, это... Нет, это семейство- разница. Разница есть, да? Колоссальная разница. Ну, семейство-то одно, но вкус, конечно, другой. Просто сейчас будет гастрономический оргазм. Да. Да, и ты поймешь, что до этого момента ты вообще не жил, а существовал. Да? Там вторая партия, да? Да, третий у нас, да, будет. 43. Давай, мужчины. Пику вытянь. Да, рыбал. Не, на первую пробу налим. Давай, сейчас вы решите гастрономический детственность. А голову не берите? Голову, Ну, скушайте, что хотите. голову подку. Без разницы. Я самый сексуальный сегодня. О, хвостик вообще. Куда ты пошел, сейчас сознание потеряешь, иди, я тебя поддержу. Я тут чемоданом пошел. Очень вкусная рыба, да. Чем 8 часов там от Москвы, все видишь? Америки прямой поезд есть. Что, 8 часов или?